Это телеканал Якутия-24, программа «Итоги дня», прямой эфир, в студии Влад Давыдов. Смотрите сегодня. Лесные пожары. Какова ситуация на сегодня? Сколько потушили, сколько осталось? Зима близко, как идет подготовка к предстоящему отопительному сезону по республике, докладывает Министерство ЖКХ. Чистая Арктика. В Якутии активно реализуется масштабный экологический проект под таким названием. В республику прибыли волонтеры. Что они делают? Что сделано и что предстоит? В Нерингре ведут работы по благоустройству дворов в городе. «Замыкание в Москве». Фильм якутского режиссера Татьяны Эверстовой украсил программу Центрального дома кинематографистов в столице страны. Глава Якутии подписал указ о правилах нового учебного года в условиях противодействия ковиду. В частности, в документе сказано, что в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки и установления допускается реализация образовательных программ и дополнительных образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в соответствии с законодательством России. Также Министерству здравоохранения поручено организовать проведение выездных профилактических медицинских осмотров в общеобразовательных организациях. Что касается данных по заболеванию коронавирусом, то за минувшие сутки выявлено по Якутии 143 новых случая, из них в столице 85, в Мирнинском 7, в Нерингринском, Чурапчинском районах по 6 случаев заражения, в Вилюйском и Хангаласском районах по 5, в Амгинском, Сунтарском по 4, в Аллаиховском, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском районах по 3. Об этом сообщает оперативный штаб. Сегодня подписан указ главы республики об особенностях проведения образовательного процесса на территории. Необходимо обратить внимание на то, что образовательный процесс на территории в соответствии с федеральным законом об образовании пройдет в очной форме обучения. При возникновении сложностей санитарно-эпидемиологической ситуации муниципальное образование самостоятельно принимает решение о применении дистанционных форм обучения. В целях обеспечения безопасности школьников, а также их родителей на территории не допускается на настоящий момент проведение мероприятий как в школах, так и учреждениях дополнительного образования с участием родителей в помещениях. 5800 заявлений поступило в столичные школы от родителей первоклассников на обучение на якутском языке. Об этом сказали в управлении образования столицы. Отметим, что по закону родитель сам выбирает, на каком языке будет обучаться ребенок. Также в связи с изменениями братья и сестры вправе обучаться в одной школе, и в то же время имеется требование о принятии в школу по месту регистрации ребенка. Все эти нюансы управление образования Якутска старается учитывать. В связи с этим в новом учебном году в ряде школ открыты дополнительные якутские классы. В этом учебном году в первые классы заявление на прошлой неделе, в конце прошлой недели, подали 5803 ребенка. Из них первые классы, якутские классы, заявление родители написали в 51 класс, это 1400 с лишним детей. И программа учебно-воспитательного плана. В этом направлении работаем. Также у нас работают группы наших дошкольных образовательных учреждений. И поэтому мы стараемся, чтобы появлялся контент на родном языке и чтобы родители подавали заявления в классы с родным языком обучения, с якутским языком обучения. Переходим к другим темам. На территории республики действует 35 природных пожаров. За сутки ликвидировано 4. Это на общей площади свыше 4000 гектар. На тушении задействовано в общей сложности 800 человек и 64 единицы техники из различных ведомств. Наиболее активная работа по тушению природных пожаров проводится на территории Усть-Майского района, где зарегистрировано 8 очагов пожаров. В населенных пунктах задействованы специалисты МЧС России. Проводятся работы по расширению минерализованных полос, тушению отдельных очагов и дотушиванию локализованных пожаров.
А авиация ведомства занимается передислокацией личного состава. За сутки передислоцировано 59 человек и перевезено 5 тонн груза. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов на территории республики выполнены. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Работа авиации по тушению, наращиванию и передислокации группировки на сегодня спланирована. Досрочное голосование началось в 25 районах Якутии в труднодоступных местностях. Количество группы избирателей, голосующих досрочно 543, общее планируемое количество досрочно голосующих превышает 10 тысяч. Это традиционно оленеводы, вахтовики, старатели, метеорологи. Члены избирательных комиссий будут добираться до жителей труднодоступных территорий с помощью авиационного, водного и автомобильного транспорта высокой проходимости. Вертолеты полетят обеспечивать голосование избирателей, находящихся в труднодоступных местностях в 17 районах. В основном это избиратели арктических и северных районов, также Алданского, Мирнинского, Алепминского, Неренгринского. В Якутии активно реализуется масштабный экологический проект под названием «Чистая Арктика». Волонтеры с разных регионов страны приехали в Якутию для того, чтобы с местными жителями ликвидировать часть накопленных за десятки лет груды металлолома. Репортаж Марфирины Алексеевой. В Якутии зафиксировано более 400 огромнейших точек скопления металлолома. И 84% от общего объема находится на территории арктической зоны Якутии. Поселок Тикси – арктическая столица и морские ворота республики. Погряз в продуктах прошлой хозяйственной деятельности. Ржавые судна, краны, кузова, бочкатары и цистерны в огромном количестве уже несколько десятков лет заполняют улицы поселка и бухту моря Лаптевых. Проект «Чистая Арктика» намерен ликвидировать масштабные загрязнения во всем российском секторе Арктики. Одно из выступлений молодого человека, который сказал, что да, если Тикси будет чистым и уютным, то чувство заброшенности нас покинет. Это очень тяжелое чувство, и вы, наверное, понимаете. Жить среди разрушенных домов, среди брошенных корпусов, жить в неуютной обстановке. Вот с командой федерального проекта «Чистая Арктика» мы договариваемся о том, что через 2-3 года в Тикси не останется ни одного заброшенного здания, ну и не говоря уже, конечно, о брошенном металле. Первой локацией уборки стал берег бухты моря Лаптевых. За один день субботника совместными силами волонтеров, местных жителей и военных собрано около 60 тонн металла. Древесина утилизировалась на месте путем сжигания. Собранный металл ежедневно загружается на баржу Ленского речного пароходства. В общей сложности в этом году планируется вывести более 200 тонн металла. Оно будет перевезено в Нижний Бестях, дальше по железной дороге будет перевезено Амурсталь. И она пойдет на выплавку и на новые изделия. У нас в планах Нижнеянска. В этом году в сентябре уйдет тоже судно. Там предприятие тоже собирает металлолом, поэтому в этом году 2 судна уже уйдет с металлолома. Это только начало. Кроме вывоза металлолома, планируется снести все нежилые объекты. В ближайшем поселке работа по сносу уже активно реализуется. Строительный мусор используется как фундамент для будущих новых построек. Волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей еще на протяжении недели продолжат и дальше очищать самые загрязненные участки поселка. С помощью военных задействована грузовая техника, которая позволяет вытягивать заброшенные судна. И ужаснулись вот с самых первых минут, потому что огромное количество металла, дерева, каких-то отходов. И насколько здесь все масштабно, сколько придется работать, и не только нам, а в принципе сколько лет. И мы надеемся, что все-таки приведут нормальное состояние, что наведут красоту, и здесь можно будет жить как бы намного лучше, чем сейчас. В рамках экологического проекта в следующем году из поселка Тикси планируется вывести примерно 5000 тонн металлолома. Полностью очистить улицы от заброшенных зданий планируется к концу 2024 года. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Тикси. Фабрика номер 3 «Алросы» в Мирном все лето стоит без движения. Внутри идут масштабные ремонтные работы, но в этот раз там не латают изношенное старое оборудование, а меняют на новое. Подробнее Роман Муконин.
Ремонт на третьей фабрике только начался, но рабочие уже смонтировали конвейер для подачи руды, на который осталось уложить ленту. Старый функционировал беспрерывно с 1984 года. В пиковые периоды по нему за сутки проходило 6,5 тысяч тонн руды. Часть постоянно падала на пол из-за несовершенной конструкции. Для уборки приходилось задействовать персонал, а это негативно влияло на другие виды работ. Новый конвейер компактнее, а его резиновое покрытие исключит потерю руды. У персонала больше времени появится на исполнение своих непосредственно обязанностей по контролю, эксплуатации оборудования. То есть, соответственно, и контроль за работой тоже гораздо эффективность будет выше. Обновить на предприятии решили и главный кран. Старый был слишком огромным, а кабина некомфортной для оператора. Новый в 3 раза меньше, работает экономичнее, быстрее и точнее. Замена происходила через крышу здания по частям. Старый кран был 1962 года выпуска. С точки зрения механики он, в принципе, работал исправно, но по электрической части уже оборудование, с которого он был составлен, соответственно, уже и не выпускается, и морально устарело. Также рабочие заменили резервуар пенной сепарации. При монтаже его пришлось разрезать на части и собрать заново. Теперь ремонтной службе предстоит усовершенствовать конструкцию бункера для приемки руды, а также отремонтировать километр водовода и 3 километра пульповода. После чего надежность фабрики повысится до максимальных значений, а работа персонала станет легче и комфортнее. Роман Муконин, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». Готовность котельных в Якутии к предстоящему отопительному сезону составляет 83%. Об этом на брифинге сообщили в Министерстве ЖКХ Республики. В целом мероприятие по подготовке к осенне-зимнему периоду выполнено на 88%. В рамках подготовки к зиме и успешному прохождению отопительного сезона коммунальщики завезут более 500 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов. Из них на сегодня отгружено 78%. В рамках инвестиционной программы и ремонтных программ должны быть завершены и введены в эксплуатацию 18 котельных в 12 муниципальных образованиях. Как вы все знаете, в период сложной лесопожарной обстановки, к сожалению, пострадали линии электропередач, 25 единиц линий электропередач непосредственно, где сгорело 396 опор. И на сегодняшний день по всем направлениям ведется активная работа по восстановлению энергоснабжения на данных линиях. Более сложная обстановка сейчас у нас наблюдается в Усть-Майском районе, это 112-я линия. Там задействуют 4 подрядные организации. Ну и планируем на ближайшее время восстановить основное энергоснабжение по данным направлениям. Идут работы по благоустройству Ниренгринских дворов. Что уже сделано в этом сезоне и что предстоит завершить в ближайшее время, узнала Ирина Кичигина. В рамках республиканской программы поддержки местных инициатив в ближайшее время начнутся работы по обустройству спортивной площадки во дворе дома 25/1 по проспекту Ленина. А по федеральной программе формирования комфортной городской среды благоустраиваются 2 двора – домов 6/1 и 8/1 по проспекту Дружбы народов. Вот люди запланировали здесь сделать комфортную среду, это асфальтирование дороги, замена бордюрного камня, ремонт тротуаров, соответственно, то будут ограждения установлены, которые сейчас идет процедура закупки, и установлены детские будут игровые комплексы. Вот хотелось бы, чтобы в нашем городе все дворы такие были. Я надеюсь и уверен, что со временем, конечно, они все такие и будут. Асфальтирование территории уже завершено. Жители домов довольны результатом, а юные ниренгринцы с нетерпением ждут, когда их игровая зона пополнится новым оборудованием. Теперь стало гораздо лучше, гораздо комфортнее, приятнее находиться в нашем дворе. Раньше по тротуарам было невозможно проехать на коляске, а сейчас это легко и просто. Раньше неудобства были, ямы были, бордюры поломаны, арматура торчала. А сейчас, конечно, красота. Мне, как автомобилисту, очень приятно, конечно, что у нас хорошие дороги. Мы знаем, что у нас сделали дорогу, и мы ждем, пока у нас появится новая площадка.
Напомним, для участия в программах необходимо провести общее собрание жильцов, решить, что хотят сделать жители для благоустройства своего двора и с протоколом обратиться в управляющую компанию, где специалисты помогут оформить необходимые документы и подать заявку в администрацию. Ну, во-первых, очень хорошо, что существуют такие программы, где жители, проявив свою инициативу, могут облагородить свой двор. Я хочу сказать, что вот в последнее время, да, жители стали более заинтересованными, потому что много лет дворы, да, как бы не приводились вот в такое состояние, в котором они находятся сейчас. Это приятно, красиво пройти. Таким образом, городские дворы продолжают свое преображение. И происходит это во многом благодаря неравнодушию самих жителей и поддержке специалистов муниципалитета. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. На Навленском районе идет реконструкция лыжной базы. Какие изменения ждут спортобъект в этом году, узнала Анна Кожевникова. «Готовь сани летом», недаром гласит народная пословица. Именно этим занимаются в летний период районные власти. Реконструируют лыжную базу уже 3-й год. Нынче на модернизацию спортобъекта из районной казны выделено 10 миллионов рублей. У нас нынче идет глобальные мероприятия, так скажем, то есть строительство здания проката, где будет прокат горных лыж, сноубордов и тюбингов. И ребята стараются, все делают хорошо, качественно. Постоянно смотрим. По тюбинговой трассе тоже сейчас ждем технику. Гранит пообещал выделить нам на несколько дней. Будем маленько корректировать склон. Крутой склон для горных лыж, залитый светом фонарей в вечернее время, уже порадовал любителей активного зимнего отдыха в минувшем сезоне. В этом в самый раз будет погреться в уютном кафе, которое расположится в новом здании, а также здесь появится теплый туалет, что немаловажно, особенно для маленьких спортсменов. Места хватит всем, даже буранам. Их разместят в гараже. Площадь нового здания позволяет как-никак 170 квадратных метров. Установлено и массивное ограждение вдоль базы. Также произведено утепление помещения для работников, которые обслуживают подъемник. Помимо реконструкции и строительства новых объектов на лыжной базе, будет модернизирован склон для горных лыж, а вдоль спуска для тюбингов будет установлено освещение. Правда, строительство немного затянулось, но не по вине подрядчиков. Стройматериалы поступили с опозданием. Была задержка в связи с пожарами и так далее. Не было навигация, была прикрыта. Сегодня материалы поступают у подрядчика, и я думаю, в течение сентября месяца он завершит там работу все. Ленчане – любители зимних видов спорта. И как только открывается сезон, лыжная база наполнена спортсменами разных возрастов от мала до велика. К тому же все занятия и свободный прокат спортинвентаря в Ленске бесплатный. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Сборная России одержала победу на чемпионате мира по пляжному футболу. Турнир завершился накануне в Москве. В финальном матче россияне со счетом 5-2 обыграли команду Японии. На пути к финалу наша сборная заняла первое место в группе А, затем в четвертьфинале 4-2 обыграла испанцев. В полуфинале в серии пенальти выиграли у представителей Швейцарии. Победа на чемпионате мира стала для российских футболистов-пляжников третьей в истории. Ранее они первенствовали в 2011 и 2013 годах. Фильм якутского режиссера Татьяны Эверстовой украсил программу Центрального дома кинематографистов в Москве, посвященную Дню российского кино. Показ триллера под названием «Замыкание» прошел в Большом зале и собрал массу искушенных ценителей Сахавуда. Ленту посмотрела и наша коллега в Москве Айсена Бурнашова. «Не замыкаться и быть на светлой стороне» гласит слоган фильма. Но как сдержать себя, не пойти буквально на преступление, если на кону жизнь близкого человека? Стреляй. Если ружье в руки возьму, думать не стану. Картина, основанная на реальных событиях, рассказывает о судьбе старшеклассницы Тани, которая мечтает избавить свою мать от пьющего отчима-абьюзера. Каждый эпизод пронизан чувством тревоги и беспокойства за героиню, когда от ее выбора зависит все. Кстати, роль Тани исполнила непрофессиональная актриса Юлия Мярина. Она отмечает, такой контрастный подход режиссера к фильму и столь острая тема продиктована самой жизнью. Я не профессиональная актриса, но я профессиональная артистка балета. Помогало мне это или нет, вопрос спорный. В чем-то да, в
В чем-то я себя контролировала и полностью полагалась на съемочную команду, которая состояла из суперпрофессиональных людей. Фильм жизненный. Жизнь ведь состоит из выбора того или иного, хорошего или плохого. И эта тема актуальна во все времена. Проникнуться историей десятиклассницы Тани, любовью к матери и ненавистью к отчиму в Дом кино пришли и москвичи, и якутяне. И хоть картина вышла в российский прокат в мае этого года, желающих посмотреть на якутский триллер сотни. Здесь, находясь в Москве, якутских фильмов очень мало. И если вышла такая возможность прийти и посмотреть якутский фильм, я, конечно же, нашла время и пришла с подругами, чтобы посмотреть якутский фильм, чуть-чуть хоть как-то как будто побывать у себя на родине. Фильм «Замыкание» является продолжением нашумевшей киноленты Эверстова «Его дочь». Команда также планирует выход как минимум 4 частей этого проекта. Продолжения имеют и показы других якутских фильмов в Доме кино. Например, до конца этого года жителей столицы порадуют как минимум 2 лентами из Якутии. Один из фильмов «Тагендархан», еще несколько фильмов и, конечно, на следующий год. То есть я считаю, что у нас должно быть сотрудничество, потому что зрители должны видеть, какой разнообразный мир кино. Айсана Бурнашова, Джур Березкин, Москва. Таковы итоги дня. Сегодня смотрите Якутию 24 и будьте всегда в курсе.